Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. 21 грех. Сарика. Воровство. Аллах Тааля сказал: «Вассарику вассарикату фактау айдияхума джазаан бима касаба». Вор и вору, мужчине и женщине. Сначала мужчину упомянул, потом женщину, воровку, и вору, и воровке. Отрубите, отрежьте их руки, кисти, наказанием за то, что они совершили. В наказание за то, что они совершили. И Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте сначала упомянул мужчину, вора, а потом упомянул воровку. А в аяте про зина он упомянул сначала аззания, женщина, прелюбодейка, а потом сказал прелюбодей. А тут наоборот, сказал вор и воровка, а там прелюбодейка, прелюбодей. То есть тут Аллах Субхану Тааля указывает, в каких из грехов кто первым вступает на эту дорогу, кто открывает дверь в эту дорогу. То есть мужчина в большинстве случаев, он кормилец семьи, он тот, кому нужно кормить, кому нужно содержать свою семью, содержать своих родственников. И поэтому он первый, кто вступает. И в большинстве случаев мужчины – это те, кто вступает на эту дорогу. А потом уже женщины. Аззания, ваззани наоборот. То есть дверь зина открывает женщины, а потом уже мужчины. Фактау айдияхума джазаан бима касаба. Отрежьте им кисти рук за то, что они совершили. За то, что они совершили. Накалян мин Аллах, наказанием от Аллаха. Наказанием от Аллаха. Валлаху азизун хаким. И Аллах азиз, хаким. Сообщение пришло. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также упоминается в хадисе, который приходит в Бухари: «Ля'ан Аллаху ас-сарика ясрукуль хабля фатуктаа ядуху». Проклял Аллах вора, который своровал веревку, и была ему отрезана рука. И прежде чем сказать, вот воровство мы говорим, а что такое воровство? В шариате есть свое определение. То есть, как я уже до этого говорил, любой хукм, любое положение в исламе, у него обязательно есть рукны, то, на что он основывается. Есть условия выполнения. Если эти условия не будут выполнены, то действие нельзя совершать, или не будет совершенным, или не будет правильно совершенным. Есть мавани', препятствия, которые не разрешают в каких-то случаях выполнение вот этого наказания или выполнение вот этого хукма. Что касается воровства, то это когда человек берет имущество другого или что-либо, скажем лучше, имущество другого скрытно. Скрытно. Это языковое понятие. То есть, если человек у кого-то что-то взял скрытно, когда никто не видел, это в языковом понятии воровство, но не в шариатском. То есть, это не то воровство, за которое не за все воровство отрубаются руки, а только за определенное воровство. Во-первых, по шариату должен воровство совершить мукалляф. Кто такой мукалляф? Тот, кто достиг балягата. Акиль, у которого разумный, не сумасшедший, не пьяный, то есть не потерявший рассудок человек. Мухтар,
по своей воле и скрытно. Скрытно по ханафитскому мазхабу, цена которого достигает 1 динара. Вещь, цена которого достигает 1 динара. 1 динар это 4,25 грамм. 4,25 грамм золота. То есть на 3 сделаем, округлим. 3 на 4. 12 тысяч, 13 тысяч, вот так примерно. То, что оценивается. Или более, а по другим мазхабам четверть динара. Четверть динара. То есть 1 грамм с лишним. 1 грамм с лишним. Это еще не все. На этом не закончилось условие. Которое хранилось в месте, в котором должно храниться эта вещь. Да, то есть у каждой вещи есть свое место, где оно должно храниться. И украдено должно быть из этого места. И не должно остаться никакого сомнения. То есть не должно быть сомнений никакого. Например, муж у жены украл. Или сын у матери украл. Это не считается это воровство, но не считается тем воровством, за которое наказывается отрубанием руки. Потому что есть шубха, есть сомнение. Потому что сын будет наследовать имущество матери, мать будет наследовать имущество сына. И есть сомнение. А если наказания, вот эти наказания, которые установил Аллах, как лишение жизни, как отрубание руки, как 40 палок там, или зина, там, еще что-то. Если сомнения входят, есть сомнение какое-либо для выполнения этого наказания, то наказание уже не выполняется. Наказание уже не выполняется, или же оно полностью отменяется, или же возвращается к решению судьи. Например, мошенника поймали. Мошенник уже, как видим, это не вор, который вот ворует из карманов там. Это уже не вор. Но это не значит, что его не наказывают. Это значит, что его не наказывают отрубанием руки. Или человек открыто что-то взял, отобрал. Кто-то потерялся, это условие, скрытность. Также не значит, что он это не наказывается. Он наказывается по-другому. Это возвращается к решению судьи. Да, если это не считается местом, то это все иногда возвращается к понятиям, по которым живут люди. Да. Да. А если просто зашел в магазин, вышел около машины, то нет. Вот как в хадисе приходят, этот хадис в Абу Дауде приходит, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджах. Ученые сказали, хоть сказали некоторые риваяты этого хадиса заиф, они подкрепляют друг друга. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не отрубается рука мухталиса. Это тот, кто мошенник, то есть использует быстроту для кражи. Также не отрубается мунтахиба. Мунтахиб – это тот, кто запугиванием забирает. И хаина – это тот, который предательством забрал. Взял в долг и говорит, я не дал тебе, не брал у тебя в долг. Или по-другому как-то. Также воровство должно, на воровство подтвердиться должно. Или оно подтверждается вором, он признает, я украл, говорит. Или же подтверждается 2 справедливыми, 2 не совершающими большие грехи мусульманами. То есть, чтобы оно было удуль, адилем были. Адиль, это имеется в виду тот, который не совершает, не был пойман на больших грехах.
оставление намаза, ураза, там, другие, вот то, что мы проходим, большие грехи. У него есть свои условия, когда человек считается адалем, когда не считается адалем и так далее. И также, даже в этом случае, даже если свидетели не засвидетельствовали, в этом случае еще судья не решает. Он расспрашивать должен у свидетелей, как совершилась кража, где совершилась кража, сколько было своровано, кто украл, какие его качества и так далее. То есть допрос свидетелей должно быть. Не просто так, пришли свидетели, сказали, свидетельствуем, он украл, да. Они должны все это. И допрашивается, как Али ибн Аби Талиб ввел это в систему судебную, порознь. То есть не вместе, а порознь, чтобы они не слышали слова друг друга. Это как и во всех, когда берется показания у свидетелей, это берется это порознь, чтобы они это не слышали слова друг друга и не подстраивались под слова друг друга. И вот на то, что оно должно украсться именно с места, где оно должно храниться, указывает хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал, то, что если человек нуждается в пище, и он взял с дерева покушать, по правде нуждаясь в этом, это не будет являться воровством, не будет грехом. Если же он забрал с собой, вынес из сада, то в этом случае он говорит, взяв дерево, вынес из сада, то в этом случае он должен будет вернуть вдвойне, если его поймали. И должно быть наказание еще от судьи. Если же он взял эти финики с места сушки фиников, то есть после того, как, то в это и достигло нисаба, то в этом случае пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ему отрубается рука. То есть это как указание на то, что именно вот это место хранения также является условием. И опять же повторяю, это не значит, что этого человека не наказывается. В остальных случаях, если было подтверждено, что он взял какое-то количество имущества, в остальных это возвращается к решению судьи. К решению судьи. Или тюрьма, или побивание палками, или еще что-то. В зависимости от того, какое прегрешение совершил. Также есть, мы сказали, препятствие. Препятствие это когда, например, происходит кража, например, это в местах, где идут войны продолжительные, или в местах, где это голод сильный. Когда люди именно воруют по причине того, чтобы выжить. И в этом же даже случае это не значит, что они оставляются просто так. Ладно, это украл, это не считается кражей, им не говорится. Они берется с них обязательство, что они вернут, когда смогут. Также не считается воровством, как я сказал, если муж украл у жены, жена украла у мужа, сын украл у матери, мать украла у сына и так далее. А что касается хадиса, который приходит в Бухари, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, проклял Аллах вора, который крадет бейда, слово бейда использовал, и отрезается его рука, и ворует веревку, и отрезается его рука, то ученые, объясняя этот хадис, сказали, бейда, тут не имеется в виду яйцо, а тут имеется в виду шлем. Потому что бейда можно перевести как яйцо, а можно перевести как шлем. А то, что касается веревки, это веревка, которого достигла цена 1 динара или четверть динара, как в других мазхабах. Также не отрубается рука, если была украдена та вещь, которая портится, сразу же в этот день портится, как, например, шулпа, как, например,
мяса, как, например, это некоторая еда. Угу. Ну, мында қарарға керек, кімнің ризығы еді ол? Ну, в этом случае, если есть подтверждение, то, что люди не вернутся, и бузола, воровство, гумаешь. А второй грех, касаемый тоже воровства, это разбой. Разбой. Но у него наказание посерьезнее. Как Аллах Субханаху ва Тааля про это в Коране сказал: «Иннама джазау лязин юхарибун Аллаха ва расуляху ва ясауна фил арды фасада». Поистине наказание тех, кто выходит против законов Аллаха и его посланника и распространяют нечестие на земле, айюкатталю. Наказание тем, чтобы они были лишены жизни или повешены, юсаллабу. Или же отрубаются руки и ноги накрест. То есть, например, правая рука, левая нога. Ау юнфау миналь арт. Или же сажаются в тюрьму. И это им наказание в этом мире. То есть им хизьи, унижение в этом мире. Валяхум фил ахирати азабун азим. И им будет в ахирате более сильное наказание. Этот аят касается случая, когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди из бедуинов, из племени Урайна и приняли ислам перед пророком, саллаллаху алейхи, и показали то, что они хотят быть мусульманами. Однако они сказали это по причине того, что мы пришли к Медине. В Медине у него чуть-чуть холодная погода, климат другой, отличается немного. И они заболели из-за климата. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал им верблюдов и сказал, чтобы они пили ее молоко и мочу. И когда те выздоровели, они убили пастуха и забрали всех верблюдов. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал за ними отряд, которые вернули этих людей, и их отрубили им руки и ноги и выкинули на горячие камни. И они кричали, просили воды, и вот так они умерли. И вот это наказание было за разбой. У разбоя, естественно, опять же, что не всякий разбой называется разбоем. И не всякий разбой наказывается, и есть условия обязательно. Обязательно есть условия. Тем, чтобы те люди, которые выходят на разбой, чтобы у них по правде было оружие, которым они могут вести разбой. Чтобы такое оружие, чтобы проходящий человек не мог бы сопротивляться их оружию. Второе, разбой должен происходить далеко от города, в том месте, в котором не могут привести государственные войска, или полицию, например, в наше время. Чтобы разбой проходил в странах мусульман, условия, и чтобы при разбое ограбленное имущество достигло нисаба, то есть 1 динар. По ханафитскому Однако Шафи и Ахмад, это сказал Шафи и Ахмад, и имам Малик сказал, тут нисаб не имеет значения. Пятое условие, это чтобы они были все посторонними людьми по отношению к человеку, которого ограбили или убили. Были посторонними к нему. То есть, если будет среди них родственник,
то в этом случае он не наказывается. Или, например, дети, или сумасшедший. И также, чтобы их схватили, прежде чем они сделали покаяние. То есть их поймали, их схватили, прежде чем сделали они покаяние. То есть если они сделали покаяние и возвратили имущество, то в этом случае с них спадает наказание. Но не спадает это душу за душу, человека за человека. Да, если убили кого-то. Они должны возвратить имущество или восполнить то, что они уже потратили, например, или испортили. И также тут кисас не спадает. И тут уже имам выбирает, какое наказание им выбрать. Вот это было два греха. Сейчас мы пройдем хадисы, которые приходят по этому поводу. То есть поняли, что такое воровство в шариатском понимании, да? И опять же говорим, это не значит, что это не считается воровством. Это не считается воровством, за которое есть наказание отрубанием руки. И повторяем условие, это чтобы ворующий был мукалляф, чтобы он был, то есть балягата достиг, чтобы он был разумным, чтобы он был разумный, не пьяный тоже сюда входит, чтобы он украл, выборочно, непринужденно, чтобы он украл с того места, которое должно быть охраняться, то есть сохраняя его место. Как пример можно привести, например, раньше в Саудовской Аравии есть вокруг мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям есть магазины, продающие золото. Лет 50-60 назад сейчас в магазинах этих решетки опускают, когда на намаз уходят. Лет 50-60 назад там отпускали просто занавески. Если сейчас продавец просто занавеску опустит, и человек зайдет и украдет, это не считается кражей, за которой отрубается рука, потому что он не выполнил условия хранения. Если просто занавеску опустит. В этом случае ему сейчас надо что сделать? Опустить решетку. Но, например, там мисваки продаются. А мисвак, когда принято, что человек, там сидят люди, которые мисваки продают, режут там, корень приносят там. И он, когда на намаз уходит, просто тряпкой накрывает. Если количество мисваков достигло, например, нисаба, и он из-под тряпки уже вытащит, то в этом случае это уже воровство. То есть от вещи к вещи различаются. И чтобы не было никаких сомнений при воровстве, например, сомнение, что он нуждающийся, вынужденный, или сомнение родства, или еще что-то, чтобы нам это не дало бы совершить это наказание. И также должно быть достигнуть нисаба по ханафитскому мазхабу, это 1 динар. 1 динар 4 грамма, 4,25 грамма золота. По другим мазхабам это четверть динара. И все возвращается к хадису, в котором сказано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отрубал руку за цену щита. И в то время в одних хадисах приходится динар, оценивался, в других хадисах 3 дирхама, 10 дирхамов. То есть цена, естественно, колебалась. В Бухари приходит именно четверть динара, в некоторых хадисах идет, и они подтверждают именно динар. Поэтому есть разногласия. И Аллах Субхану Тааля, как тут указал, «Васарику васарикату фактау айдияхума». И вору и воровке отрежьте кисти руки наказанием за то, что они приобрели. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля'ана Аллаху сарика ясрукуль хабля фатукта аядаху». Проклял Аллах вора, который украл веревку, и была отрезана ему рука. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в Бухари приходит: если бы Фатима, дочь Мухаммада, что-либо своровала бы, то
то я бы отрезал ее кисть руки. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля язни зани хина язни ва хуа му'мин». Прелюбодей, совершая прелюбодеяние, не является верующим. Вор, совершая воровство, не является верующим. То есть указание на то, что это даже влияет на полноценность веры. Нет. Это полноценность указывается. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: большие грехи 4. Это предавание Аллаху сотоварища, убивать человека, который Аллах запретил, совершать зина и воровать. Хадис приходит в Насаи. Также имам Захаби говорит: и не поможет вору его покаяние, если он не вернет то, что украл. Если не вернет он то, что украл. Если он банкротом стал, то есть остался с копейками, муфлис переводит как банкрот, а если в основу языка, то есть человек, оставшийся с копейками, с мелочью переводится, то он должен как-то решить этот вопрос с хозяином. И аят, который касается разбойничества, это аят, в котором аят суры Маида, 33 аят: «Иннама джазау аллазина юхарибуна Аллаха ва расуляху ва ясауна фил арди фасада ай юкатталу ау юсаллабу ау туқатта айдихим ва арджулухум мин хиляфин ау юнфау миналь ард». Поясни, наказание тех, кто юхарибуна переводится как сражаются с Аллахом и его посланником, тем, что выходит против его законов. И обычно это происходит, слово юхариб, мухараба, происходит именно с оружием. Поэтому мы там условием поставили, чтобы они были вооружены. Не просто там пришли, испугали, там еще что-то. Вооружены были. И так, чтобы тот, по отношению к кому совершился разбой, не мог сопротивляться. Был далеко от властей. Было, чтобы в землях мусульманов, еще какое условие? Чтобы не было среди них родственника, детей и сумасшедших, потерявших рассудок. И говорит, их наказание айюкатталю, то есть смертная казнь, или повешение, или крест-накрест, руки, ноги, или же заключение. Вот такое это. А тут имам Захаби привел только этот аят и потом сказал: само то, что уже было совершено на пути мусульман, на пути, в том, котором ходят мусульмане, запугивание их уже является большим грехом. То есть запугивание, если было совершено, это уже является большим грехом. А как, если же было еще если забрали имущество мусульман? И какое же положение, если был кто-то ранен или убит? То есть само запугивание уже является большим грехом, и запугивание мусульман. А если уже забрали имущество, или был ранен человек, или был убит человек, то сколько человек совершил грехов уже? И и вместе с тем, что большинство таких людей оставляют молитву, выпивают спиртное и совершают прелюбодеяние. То есть в большинстве случаев эти люди очень много что совершают других грехов помимо этого. То есть насколько этот человек может совершить много грехов одним своим действием. Вот это были два греха. Это воровство, и это
на пути мусульман. Разбой на пути мусульман, их запугиванием с помощью оружия. Да, это все является грехом. Итак, повторим условия и на этом закончим. Что такое воровство? В языковом понятии это когда человек забирает имущество другого скрытно. Вот это называется в шариате воровство. И это можно взять смысл этого слова в языке из аята «Илля манистарака сам'a фаатба'аху шихабун мубин». Кроме тех, кто истарака сам'a. Вот сарака глагол используется, истарака ифтааля, то есть подслушал слово. Как будто бы человек подслушивающий крадет услышанное. И тут про шайтанов имеется в виду. И после того, как он подслушает, за ним последует шихаб, этот огонь. И вот подслушивание это как будто вот подслушивает, как обычно, когда разговаривающие не слышат того, кто подслушивает. И как будто бы он ворует. И вот от этого взято то, что скрытность должна быть. В шариате же это когда мукалляф, человек, на которого возлагается шариат, разумный, достигший балягата, своим желанием, скрытно, и в большинстве случаев они с собой оружие берут, и могут даже убить человека, воруют по ханафитскому мазхабу то, что достигает цены в 1 динар или более, то, что принадлежит другому, опять же, вот это условие забыл сказать, может быть, он заберет свое, потому что это уже что? Выводит его из воровства или является сомнением для того, чтобы не выполнять, из того, что хранится в положенном месте. И при этом не должно быть никакой что? Сомнения. Только в этом случае выполняется вот это наказание. Что? Знаешь, что вазу там картину залазит убрать, да? Смотрит, сколько денег лежит. Сюда деньги забирает. Уже это же деньги в это условие не входят, они же в том месте хранятся, правильно? Может быть, да. Тут все возвращается к понятиям, так скажем, которые это в народе присутствуются. Или возвращается к законодательству, которое принято считать. Если в суде есть практика, что они принимают это, за то, что это является местом для хранения, то это будет местом для хранения. И, как мы сказали, по хадису не отрубается рука, кисть руки мухталису, тот, который мошенничеством или тем, кто каким-то запугиванием забирает, или же кто хиянат делает, то есть что? Предательством, обманом забирает. Также некоторые ставят такое, что слепой ему не совершается, потому что он не знает его имущества, есть сомнения, его имущество это или не его имущество. Если совершала воровство группа людей, и каждому досталось нисаб, то каждому это отрубается рука, даже если воровал один только из них, брал имущество только один из них. Тот, что было украдено ниже нисаба, то за это есть только это наказание от судьи. Опять же повторяем, это не значит, что это не является воровством, это не является воровством, за которое отрубаются руки. Как мошенничество, это воровство. И другие виды воровства, которые условия не выполнили, это также будет воровством. Просто за это будет наказание меньшим,
чем за такое воровство, которое выполнило свои условия. Из сомнений, которые упомянули факихи, это то, что муж крадет у жены, жена крадет у мужа. Каждый из них является грешником, однако что это не считается воровством, за которое отрубается рука. Это считается воровством, но не считается воровством, за которое отрубается рука, потому что каждый из них наследует другого. И разбой, его условия. Первое, это чтобы те, которые вышли на разбой, у них была сила, оружие для того, чтобы вести разбой, чтобы проходящий не мог им сопротивляться. Второе, это чтобы было далеко от города или далеко от властей, от тех, кто могут протянуть защиту, помощь, чтобы это было на пути мусульман, то есть в странах ислама, чтобы наказание такое было именно, и чтобы достигло нисаба. И пятое, это чтобы люди были посторонними бы к этому имуществу, сворованному имуществу даже говорится. И чтобы их схватили, чтобы наказание совершить, схватили, прежде чем они совершили покаяние, прежде чем они исправились. И еще тут надо поставить условия, которые упоминаются как в воровстве и в разбое. Это все может решать только судья. Потому что, как мы сказали, вот эти все условия должны провериться. А если человек просто услышал хадис, там, это проклял Аллах человека, который украл бейда или украл веревку, то это и отрубается ему руку, в которой приходит в Бухари, то тут ученые сказали, тут имеется, если оно достигло нисаба, и тем более слово бейда можно перевести как яйцо, а можно перевести как шлем, что в большинстве случаев он очень дорогой был в то время. Вот это вкратце, что касается воровства и разбоя, что являются оба большими грехами. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта.